един закон, в който важна промяна е премахването на категорията дете в риск. И това е закон за всички деца. Тук обръщаме внимание на следното нещо. Проектът закона съдържа добре разписана процедура за пълно игнориране на семейството и подчиняване на родителите на държавно управление и контрол в абсолютно всеки детайл от детското развитие. Противоречие в този закон е възможността социалните служби да се сезират въз основа на анонимни доноси за насилие на дете, което по същество представлява форма на самосезиране. Абсолютно не е възможно да се осъществява контрол за злоупотреба, когато в закона е записано така, че може да се предприема действие на държавен орган въз основа на анонимни сведения. Однако администрация детского дома не готова принимать вину в смерти девочки на себя. Вот что рассказала нам по телефону заместитель директора Анна Николаева. Я считаю, что нет, нашей вины здесь нет. Мы работу с ней проводили. Просто ей мама все время звонила, папа постоянно приезжал. Ей всегда хотелось все равно домой. Девочка-то поступила в таком возрасте уже взрослая, большая, еще раз повторяю. Конечно, ей домой хочется. Дома ведь и воли больше. Куда-то не надо по режиму жить, согласитесь. У нас ведь все равно режим, у нас же учреждение. То есть, если бы органы опеки ее не отправили в детский дом, то она бы осталась жива. Можно сделать такой вывод, как вы думаете? Если бы она была дома, думаю, да. Я думаю, да. Не считают себя виновными и в органах опеки. Лариса Жаворонкова, специалист отдела образования города Мирный, сообщила Питер ТВ по телефону, что раз решение принимал суд, то претензии следует адресовать туда. Вы сейчас не чувствуете ответственности за свое решение? Вы забрали девочку из семьи, передали в детский дом, там она повесилась. Вы знаете, мы действовали исключительно по закону. Исключительно по закону. Тут нас ни в чем нельзя, как вам сказать, нас упрекнуть. А решение принимает суд о лишении родительских прав. О какой ответственности вы говорите? Ну, хотя бы о моральной. Вы как-то переживаете эту ситуацию? Ну, вы знаете, вопрос, конечно, как вам сказать, неуместен. Скажите, может быть, на будущее вы как-то по-другому будете подходить к таким решениям? Вы знаете, по-другому мы к таким решениям только по закону будем подходить. Вот в соответствии с действующим законодателством. По-нататък, чрез концепцията за най-добрия интерес на детето, за която не е посочено кой е отговорен за нейното въвеждане, тя се прилага, се появява възможност държавата в лицето на социалните работници да оспорят всяко родителско решение. Всяко родителско действие може да бъде интерпретирано като насилие, въвличане в дейности неблагоприятни за развитието на детето или форма на въздействие, която противоречи на интересите на детето, а религиозното възпитание може да бъде определено като въвличане в религиозни дейности. По-нататък завършваме с това, че предписанията на социалните служби са задължителни за родителите и са атакуеми само по съдебен път, въпреки че те може да се отнасят както за предписания за посещение на психолог, така и за извеждане на детето от семейна среда. Нормальному человеку трудно понять, каким образом цивилизованное государство через суд может отнять ребенка у матери, если она не преступница, не алкоголичка и не проститутка. Однако сегодня во Франции более 2 миллионов детей насильно разлучены со своими родителями. Причем на нужды специальных социальных служб, приемных семей и судей по детским делам каждый год выделяется 6 миллиардов евро. И эта система вот уже 13 лет категорически против того, чтобы отдать ребенка Наталье Захаровой. Выдержка, которая нужна была за все эти годы, да, я не знаю, любой другой человек просто бы сошел с ума, на самом деле. Я присутствовал на свидании в день рождения девочки, между прочим, на свидании в этой социальной службе, 2-часовое свидание, при котором первый час девочка просто отходила от стресса, да, и второй час она нормально общалась с матерью, она рисовала, она была совершенно, абсолютно нормальным, любящим ребенком, да. На первый час, а потом ее просто взяли за руку и увели, причем вся эта служба, она стояла, была открыта дверь специально, они стояли все, наблюдали все это, то есть это все, так сказать, прям как в тюрьме. При цялото ми уважение към всички колеги, родители, чието първи интерес е, например, домашното образование, свободата на семейството да
взима решение за здравето, образованието, възпитанието на децата си. Това е абсолютно безсмислена борба, ако ние имаме в закон записано пълно право на държавен служител да прави каквото си иска, без гаранции за спазване правата на всички, които са замесени в този процес.